Вертолет приземлился, и на Татскую землю вступает Ельцин Борис Николаевич и Николай Михаил Ефимович. Почетные гости и встречающие на машинах направляются в парк отдыха Ватикёль. Приветствуем вас на Татарской земле, где родился Платон Алексеевич Аюнский. По доброй традиции народа Саха гостей встречают чаровным эскумысом. Их приветствует ветеран района. Участники праздника тепло и искренне приветствуют высоких гостей. В честь Бориса Николаевича Ельцина воспевается песня «Алгыс», в которой приветствуется его приезд в Республику Саха, высказывается пожелание дальнейшего процветания и развития России, укрепления дружбы русского народа и народа Саха, здоровья и благополучия. Почетных гостей приветствуют народными песнями, танцами. Насколько самобытность искусства народа, которое последние 2 года получило второе дыхание, новое звучание, поистине идет духовное возрождение народа Саха. Татинская земля издавна славилась талантливыми ланкасутами, народными певцами. В середине 19 века здесь проживало 130 ланкасутов, 80 шаманов. Несомненно, что Платон Аюнский первое свое художественное и нравственное воспитание получил в среде своего народа. Воссозданный Платоном Алексеевичем Аюнским народный эпос о Ланконе Ургун-Батор стремительный стал доступен мировому читателю. В честь юбилея переведен на английский и французский языки. Поэтическая драма «Кыгыл Оюн. Красный шаман» — это вершина творчества Платона Алексеевича Аюнского, в котором воспевается свобода человека будущего, сила и бессмертие его разума, торжество счастливой жизни на земле. Гостям показывает театрализованное представление из произведений Платона Алексеевича Аюнского. Изумление гостей вызывает маленькая Мира Самырова, победительница республиканского детского конкурса ланкасутов, ученица 2 класса Черковской средней школы. Ежегодно вот уже 10 лет в Аласе
где родился и вырос Платон Наюнский, проводится детский литературный праздник. В этом году он получил статус республиканского. 10 дней тому назад на этот праздник приехали школьники из 22 районов. Он продемонстрировал, что у народа Саха есть будущее. У народа Саха издавна важные события сопровождались установкой серьга. Серьга – символ гостеприимства, символ счастья и благополучия. Следуя этой доброй традиции, президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин и президент Суверенной Республики Саха Михаил Ефимович Николаев в честь столетия видного сына народа Саха Платона Алексеевича Юнского устанавливают серьги. Это два серьги, установленные двумя президентами, символизируют будущее развитие русского народа и народа Саха, общность их дальнейшего исторического пути. Слово для приветствия предоставляется главе администрации Татинского района Георгию Михайловичу Артемьеву. Президенту Суверенной Республики Саха Михаила Николаева от всей челюсти милитарца в народе Платона Алексеевича Юнского. Дорогие гости, товарищи участники все, я вас приглашаю сейчас выслушать речь президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Сейчас слово предоставляется президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину. Пожалуйста. Я очень рад, что мой визит, второй визит в республику, Суверенную Республику Саха совпал с таким известным и праздником Исаа. Не очень похоже, да? Я не был 2 года. Уже за 2 года что-то изменилось. Растет республика, растет производство, растет культура. Люди стали добрее. И сегодня это видно потому, как встречают исполнителей. 3,5 столетия знакомы и вместе живут и якуты. И живут хорошо. Нет никаких конфликтов, нет каких-то стычек. Живут приветливо, относясь с уважением друг к другу. Якуты помнят и Пекарского, якуты помнят и Воробьева апостола, якуты помнят многих русских талантов, которые жили здесь, на якутской земле, и любили якутов и считали это своей родиной. А сколько дала России якутская культура, сколько сегодня только созвездий прошло перед нами, нельзя не восхищаться. И самой маленькой второклассница и уже улами, которые занимают в российских различных конкурсах первые места, я имею в виду Паза Степанова. Я поздравляю вас от души. Я приехал, чтобы помогать. Я приехал, чтобы вместе с президентом Суверенной Республики Саха Михаилом Ефимовичем Николаевым, с которым мы хорошие друзья, вместе решать вопросы Якутии.
Я поздравляю вас с праздником. Желаю каждому из вас, желаю каждому Якутской республики Саха, каждой семье счастья, благополучия. Желаю, чтобы не было никогда ссоры, тем более крови. К сожалению, вокруг России льется кровь. Мы избежали этого. 20 республик мирно живут между собой, не ссорятся. И это большое завоевание вот этого периода. Я вам благодарен за референдум. Так как Якутия ни одна, как республика Саха, ни одна республика не проголосовала. Лучше ее никто не проголосовал. С вами говорю вам. Руль упал. Уважаемый Борис Николаевич, уважаемые гости, уважаемые сограждане, за тысячелетнюю историю народа Саха было много событий, значительных и менее памятных. Но этот день будет единственным, незабываемой историей нашего народа. Сегодня на нашем национальном празднике Ржев мы имеем честь от всей души горячо приветствовать президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Мы приветствуем дорогих гостей, прибывших на данную встречу вместе с президентом Российской Федерации. Философия народа Саха выработана в тесном общении с природой, и он, более чем кто-либо другой, являющийся органической частью среды обитания, питал мудрость многострадальных своих предков и потому радостью воспринимает добрые предзнаменования. Борис Николаевич приезжал первый раз в Якутию в канун 1991 года, самую зимнюю стужу. Приезжал перед самым Новым годом, который для нас был памятен потому, что мы тогда только становились на ноги. Делали свои первые шаги по пути суверенитета. Сегодня мы приветствуем уважаемого Бориса Николаевича по старому календарю народа Саха, тоже канун своего Нового года на национальном празднике Ржев. Мы сегодня на пути укрепления государственности своей республики, перевода экономики на рельсы рынка, духовного и социального возрождения многонационального народа республики. И мы в визите Бориса Николаевича видим добрую примету, что наши планы будут осуществлены, что народ Саха вместе с Россией будет следовать намеченным курсом. Якутия на своем историческом пути развития почти 4 столетия связана с Великой Россией. Мы всегда были и остаемся искренними в своих чувствах и делах во имя будущего России. Мы должны помнить, что не только цари и тоталитарные режимы являлись опорой государства, а российское государство создавали, укрепляли его народы, объединенные идеей мира, согласия и равноправия. Россия сегодня переживает исторический поворот в своем развитии. И в такие исторические моменты выдвигают подлинные выразители дум и чаяний народа, лидеры, реформаторы с программой длительного процесса обновления. Борис Николаевич Ельцин – первый демократично избранный президент новой России. И
он по достоинству стал и символом, и гарантом демократических преобразований, олицетворением его устремленности к новому свершению. Недавно проведенный всероссийский референдум убедительно показал, что доверие народа Борису Николаевичу, проводимое им курсу социально-экономических преобразований, непоколебимо. Избиратели Республики Саха также однозначно высказались за поддержку усилий Бориса Николаевича. Народ Саха издревле чувствителен тому, что истинно истолкимо. Уважаемый Борис Николаевич, признательность нашего народа вам идет от всего сердца. Чувство симпатии и уважения к вам самые искренние. И они основываются на вашей неизменной поддержке нашей республики, ее курса на суверенное развитие. Мы впредь надеемся на вашу активную поддержку суверенитета Республики Саха, установление его государственности. Мы убеждены, что все это будет закреплено в новой Конституции Российской Федерации. Дорогие сограждане, приезд президента Российской Федерации в нашу республику, его участие в национальном празднике РС, посвященном нынче столетию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основателя современной якутской литературы, первого ученого республики, незабвенного Платона Алексеевича Юнского, является выражением глубокого уважения Бориса Николаевича к нашему народу Республики Саха. Позвольте от вашего имени, от всех якутян, уважаемому Борису Николаевичу, выразить признательность за все доброе, что он делает для республики, для нашего народа. Сахалы, Урой Айсал, Российской Федерации президент Борис Николаевич Ельцин. Доброго здоровья, успешной работы и счастья и веселого праздника. Урой, Сухополу, Аханов. У нас в Саха есть прекрасный обычай подарить сыну, верному товарищу, хороший охотничий нож и одеть национальный лучший костюм. Позвольте от вашего имени
Почетных гостей приглашают на танец Осохой, в которой импровизированной форме воспевается красота и величие природы, радость приезду высоких гостей, добрые пожелания всем участникам праздника, надежды на счастливое будущее. Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин и президент Республики Саха Михаил Ефимович Николаев оставляют живую память о пребывании на Татинской земле цветущие березы. Пройдут года, а эти два тоненьких саженца будут расти, тянуться к солнцу, набирать силу, напоминая будущим поколениям о дружбе двух народов, исторической общности и пути по суверенной самостоятельности Республики Саха. Татинцы и гости цеха тепло прощаются с Борисом Николаевичем Ельциным и Михаилом Ефимовичем Николаевым. Вертолет поднимается вверх, оставляя внизу разноцветие якутских паласов, нежные красивые березы, стройные лиственницы, тепло сердец хозяева цеха. Счастливого пути!